Добрый вечер, на ТНВ новости, в студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Много людей и масса ожиданий. Сегодня очень важный день. Кто приехал на Казан-саммит и что это сулит, узнал Дмитрий Аринин. Новые дома с новыми технологиями. Жильцы сами не передают данные, что довольно удобно. Чем удивили новоселов Кукмара, знает Александр Севастьянова. Соципотечники ждут, строители уверяют, что успеют. Все виды работы делаются, все полностью. И штукатурка идется, и стяжка полов. Когда сдадут дома в Словат-Купере и микрорайоне М14 в Адель Кламиц. Один дом, две коалиции. До сих пор висят у всех долги. Те долги, которые вот кто-то там понаделал. Коммунальные баталии длиной в 1,5 года. И почему жильцы не досчитали свои 1,5 миллиона? У Альбины Миневаевой. Без преувеличения грандиозное по своему масштабу и амбициям событие разворачивается в эти дни в Казани. В столице начал работать 9-й по счету Казань-саммит «Россия. Исламский мир». На него съехались 2000 участников из 50 стран мира. Послы, министры, видные бизнесмены. Что сулит такая встреча в атмосфере восточной мудрости и восточных красавиц, узнал Дмитрий Аринин. Яркие одеяния и четкие намерения. Это начинающий дипломат из Мали. Для него, как он говорит, визит на Казан-саммит – большой шаг в профессию. Это первый раз, когда я участвую в таком грандиозном форуме. Для меня это очень важно. Я приехал узнать больше о связях России и исламского мира. Сегодня пути всех участников саммита разошлись по специализированным конференциям, таким мозговым штурмом на разные темы. Так журналисты и духовенство обсуждали, как в СМИ и соцсетях противостоять экстремизму и терроризму. Даже на войне, на горячих войнах у государства всегда наряду с пушками, танками, самолетами работает спецпропаганда по подрыву морального духа врага, так сказать. Я как журналист в свое время проходил такое образование. В данном случае нужна спецпропаганда, которая подрывала бы идеологию этих экстремистов. Здесь же на саммите высадился десант молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества. Они уже накануне пообщались между собой в IT-парке. А сейчас, что называется, со своими идеями вступили во взрослый мир. Большое количество стартап-проектов уже были представлены. Мы продолжаем после перерыва на обед. Мы возвращаемся на площадку IT-стартап Экспо. И сегодня у нас очень важный день. Уже сложившиеся бизнесмены разложили в кулуарах саммита свою продукцию. Цель – на такой товар привлечь покупателей и партнеров. Если сегодня Казан-саммит прошел в формате таких узкопрофессиональных конференций, то завтра форум обретет свой максимальный размах. Состоится его главная пленарная сессия. На ней выступит целый ряд высокопоставленных участников. Это и министр экономики Турции, министр развития инвестиций Туниса и, конечно же, президент нашей республики Рустам Минниханов. Главная тема саммита – исламские инвестиции. Ожидается, что форум даст мощный импульс экономике. В разных сферах подпишут 150 соглашений о сотрудничестве. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В каком направлении двигаться халяль-индустрии и как продвигать продукцию республики на международный рынок? Актуальные вопросы обсуждались сегодня в рамках Казан-саммита. Здесь сегодня открылась выставка халяльной продукции. Представители России и зарубежных стран готовы предложить свой товар потребителям. Халяль – это уже не просто бренд, а для многих мусульманских стран образ жизни, уверяют участники. Глобальные вопросы большого рынка обсуждали уже на большом совещании. Инновации в соципотечные дома. В Кукмаре внедрили уникальную для республики технологию. Сегодня в районе новое жилье обрели 96 семей. Но удивили не только квадратными метрами. Каждый дом оснащен автоматической передачей данных со счетчиков. Новые решения старых вопросов увидела Александра Севастьянова. Резида Гаязова новую квартиру получила по соципотеке. В семье мама, папа и маленький сын. Радуют не только условия внутри дома, но и снаружи. Детская площадка, большая парковка. У нас склад 35 квадратных метров. У нас вот, как видите, кухня очень большая, просторная. Зал тоже аккуратный. Нам все нравится, как мы и хотели. Плюс индивидуальное отопление, уже обустроенная ванна, в наличии газовая плита. Эти дома не только для Кукмара, но и для Татарстана уникальны. Впервые в жилые здания внедрили систему автоматической передачи данных со счетчиков. Передается информация по радиоволнам. Вода, свет, газ. Все счетчики снаружи ничем не отличаются от обычных. Зато польза будет ощутима, уверяют разработчики. Жильцы сами не передают данные, что довольно удобно.
Расчетный центр автоматически выставляет счета, и внедрение системы на этапе застройки дает значительное сокращение затрат на ОДН и всякие издержки. Такие счетчики в автономном режиме работают 10 лет на одной батарее. В этом нововведение для жилых домов. Кукмар стал пилотным городом. Не отстает район и по застройке. Расселить осталось 104 семьи. Эта программа работает все в графике. До 1 августа мы планируем полностью все работы завершить. До конца августа всех заселить на новые квартиры. Всего же по Татарстану новое жилье уже получили более 1,5 миллиона семей. К сдаче готовится еще порядка 3000 квартир. Александр Севастьянов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Кукмар. А здесь пока еще только надеются на скорое новоселье. Соципотечники микрорайона Салават-Купре вот уже больше недели по утрам приезжают сюда в надежде узнать, сдадут ли их дома в срок. Сегодня на стройплощадку приехали и представители Минстроя. Получился ли разговор? Адель Коломиец. 3 детей, да, живем в 12 квадратах. Очень тяжело. Дети спят на полу друг на дружке, можно сказать. Документы, все у нас есть. Мы платим социальную ипотеку за это жилье. Одни ждут 6 лет, другие чуть меньше. Большинство вложили в квартиру уже более 500 000. Но пока назвать жилым домом эти строения в Салават-Купре сложно. В сентябре дома должны ввести в эксплуатацию. Сдадут ли? Сегодня этот вопрос мы задали представителям Минстроя и застройщикам. Идем по графику. И тот срок, который нам президент установил, 15 сентября дома будут сданы. В 12-м квартале работает сразу несколько подрядчиков. Строительство на всех многоэтажках идет в соответствии с графиком. А вот в 11-м есть небольшое отставание. Причины подрядчики не называют, но уверяют, наверстаем. В планах войти в график у нас где-то 20 июня. Раньше всех сдадут 2 многоэтажки, дом 11,4 и 10,5. Сроки июнь-июль. Все остальные будут готовы к осени. 14 домов многоквартирных, которые мы должны совместно по поручению президента завершить с МРом не позднее 15 сентября. Завершено этим летом будет и строительство первой очереди микрорайона М14. Сдадут 2 дома. Один из них за моей спиной, оба на 255 квартир. Адель Коломиец, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Жилищно-строительный кооператив «Темп» отстал от мира. Жители 63-го дома по улице Короленко разделились на 2 лагеря. А причина в одном. В центре конфликта председатель кооператива. Одни ей приписывают мошенничество, другие встают на защиту. Альбина Минибаева узнала, почему долг платежом не красен. Дом разделился пополам. Мир и доверие в доме по улице Короленко затерялись в кипе бумаг. Один дом, 2 коалиции. Одна половина обвиняет председателя жилищно-строительного кооператива в хищении денег. То есть ежемесячно на хознужды у нас уходили как минимум от 30 до 120 тысяч. Нет и оплаты перед поставщиками услуг, говорят жители. Долг в 700 тысяч рублей. В итоге грозились отключить от коммуникации. Жители решили сами погасить задолженность. Еще 800 рублей я оплачивала долг, который эта Хаматова совершила вот в результате своих мошеннических действий. Конфликт, по сути, между 2 председателями. За закрытой дверью действующий. Жильцы таки не могут дождаться от нее отчета о потраченных средствах. Вот за 2015 год. Цифры удивляют. Камнем преткновения стала эта территория возле дома по актам 2015 года. За покраску данного забора и за озеленение ушло аж 90 тысяч рублей. Жильцы удивлены, откуда такие деньги. Вроде как и краска обычная, и растут возле дома не цветы, а одни сорняки. Любого жильца попросили бы, за 5 тысяч сделали бы. Это вместе с материалом, с работой. Это уже сторонники Лилии Хамитовой. На каждый расход своя бумага. А долг в 700 тысяч по версии председателя из-за самих жильцов. Если май не плачено у нас 250 тысяч у людей, долг перед квартирой. Июль 260 тысяч, август 260, они не уходят. Это же прибавьте, вот вам 700. Жильцы обвиняют председателя в хищении, она их в нападении. Когда было повышение, на меня накинулось то, что я и так повысила здесь. И мне она палец сломала. Созванивались с поставщиками. Никто не получил ни копейки опять. Они уже обращались к участковому и в прокуратуру. Сейчас жильцы написали уже заявление в Следственный комитет. Просят вмешаться немедленно. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Татаринформ стал самым цитируемым СМИ Татарстана. Информационное агентство возглавило топ-20 по версии медиалогии за первый квартал текущего года. На 2-м месте интернет-издание «Бизнес-газета», 3-е место у «Реального времени». Это новости на ТНВ и далее в программе. На охрану сердца России. Элита вооруженных сил. Заниматься они будут охраной
Кремля проводил будущих солдатов президентского полка Салават Мухаммадуллин. Когда семья – пример для многих. Все можем. Корову подоить запросто, сено косить запросто. А счастье многодетной из Чистопольского района в нашем репортаже. С руководителем компании «Ямар Пропертис» встретился сегодня президент Республики Татарстан. Встреча прошла в Доме правительства при участии мэра Казани Ильсура Медшина. Стороны обсудили различные варианты сотрудничества в области строительства, коммерческой и жилой недвижимости. 150 экспертов из 35 стран мира. В КФУ стартовала 25-я ежегодная конференция международной организации Нисpace. В ближайшие 3 дня специалисты обсудят инновации в госуправлении. В Татарстане все органы власти подключены к системе электронного документооборота. Открывая конференцию, Фарид Мухаммедшин отметил, что республика последовательно переходит от экспортно-сырьевой модели экономики к инновационной, а потому такой опыт нам необходим. Я высказал предложение, чтобы дискуссии были точечными, острыми, эффективными, а выводы были нами востребованы как потребители этой продукции. Татарстанские призывники едут в московский Кремль. Честь защищать сердце России выпала всего лишь 10 ребятам из 4000 призывников весенней кампании. Салават Мухаммадуллин увидел, какие они идеальные солдаты. Комиссар поставил печать, все по правилам. Я идеальный кандидат для службы в армии. Других здесь и быть не может. Эти ребята едут служить в президентский полк. Рост не меньше 175 сантиметров, без лишнего веса и приводов в полицию. Им предстоит нести службу под стенами Кремля. Вот уже неделю они спят, маршируют и собираются на охрану сердца России все вместе. Татарстанская делегация президентского полка была сформирована не сегодня и не вчера. В ближайший год их будут называть солдатами Кремля. Ура! Так отреагировал на известие, что он попал в президентский полк, Альберт Галимов. 18-летний саксофонист, умеет сидеть на шпагате, 3 года играл в футбол и всегда хотел стать военным. Родители радостно отреагируют, что молодец, так держать, служи дальше. После президентского полка думаю пойти в ФСО, дальше служить по контракту. На срочную службу этой весной из Татарстана уже отправились 703 солдата. Всего же до 8 июня ряды армии пополнят около 4000 призывников. Сегодня отправляются 53 человека в Самара, 2 команды, 1 ВВС и, соответственно, сухопутные войска в Голицыно, Подмосковье, ну и, соответственно, президентский полк. Служба в армии для них начинается с сегодняшнего дня. Впереди 365 дней жизни отдать, которые родине должен каждый мужчина. Салават Мухаммадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Счастливый супруг, отец, дед и прадед Шагабуддина Мусина знают не только в родной деревне Новый Арыш, но и во всем Рыбно-Слободском районе. Он ветеран Великой Отечественной войны, известен еще и своей мудростью и добрыми делами. Сегодня ему 90, как поздравляли, увидела и наша съемочная группа. Ай, молодца, Шагабуддин Мусин скромно принимает поздравления и подарки. К такому вниманию к своей персоне не привык. Но его день рождения не просто праздник для семьи, но и для всего района. Поздравить ветерана приехали из Казани, а открытку привезли из Москвы. Хотим вам вручить с юбилеем господина Путина Владимира Владимировича, нашего уважаемого президента Российской Федерации, вручить вам личную, как сказать, поздравительную открытку. Это великий человек, участник войны, значит, всю свою сознательную жизнь, которую прожил в своем родном деревне Шиявабай, значит, он работал, значит, зоотехником, главным зоотехником, значит, вложил очень много сил и энергию для социально-экономического развития не только своей деревни, и в целом, значит, района. Шагабуддин Мусин передвигается только на коляске. 10 лет назад перенес инсульт, но вкуса к жизни не утратил. Гуляю по улице, как народ живет, люди живет, интересуюсь. Именно его оптимизм и дает силы для жизни, признается супруга Фасагат Апа. Они вместе 65 лет. 5 детей, 12 внуков и 13 правнуков. Он очень принципиальный и правдолюбивый человек, очень добрый и умеет радоваться за чужие успехи. Он пример для остальных и в делах. Одним из первых пришел на помощь при сборе денег на строительство новой мечети. За ним потянулись и остальные. И так всю жизнь. Но, как отмечает сам ветеран, для него главное, чтобы семья была рядом. Альбина Слугараева, Дина Хисамуддинова, Игорь Романов, ТНВ, Рыбно-Слободский район.
А в Крыму сегодня День памяти и скорби по жертвам депортации крымских татар 1944 года. Почему теперь День скорби ассоциируется с возрождением нации? И какова в этом роль Татарстана? В репортаже нашего специального корреспондента в Крыму Дины Газалиевой. Эти трагичные страницы истории из памяти не вычеркнуть. Представители депортированных народов, греки, болгары, немцы, крымские татары хотят помнить о том, что случилось с их предками. Но самое главное, по словам лидера общественной организации Крым-Берлиги, созданной на полуострове после Крымской весны, сейчас уже делается. Нации возрождаются. Я обращаюсь к своим крымским татарам. Кто не ленится, сегодня может заработать очень хорошие деньги. Абсолютно каждый. Кто выращивает овощи, кто-то на такси работает, кто в правительстве работает. Надо сегодня созидать, работать, а не слушать тех людей, которые призывают о какой-то войне. Примером с первых же дней присоединения полуострова к России для крымчан стал Татарстан. По уже имеющимся в республике программам по изучению родного языка теперь преподают крымско-татарский в школах. Фельдшерско-акушерские пункты татарстанского производства наконец-то появились в крупных поселках. Раньше ни медицинского, ни ветеринарного обслуживания на местах не было. Опыт Татарстана пригодился и при составлении общей программы развития Крыма, в том числе и по реабилитации депортированных народов. На эти цели в ближайшие годы потратят 10 миллиардов рублей. Россия – родина татар. И этот тезис, он очень здорово воспринимается крымскими татарами. Даже своим примером, даже своими делами всеми добрыми Татарстан оказывает очень большое позитивное влияние на Крым. Ставшие уже традиционными в честь Дня памяти и скорби зажженные свечи и поминальные молитвы во всех храмах и мечетях полуострова, а также на одной из самых высоких точек Крыма, на горе Чатырдак. Восхождение все желающие смогли совершить накануне Дня памяти. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Виталий Лукьянов, ТНВ, Республика Крым. В объективе ТНВ «Большая семья» так называется новый проект, где мы рассказываем о жизни многодетных семей республики и вместе узнаем, чем измеряется настоящее счастье. Сегодня наше внимание было приковано к одной из самых обсуждаемых тем. Наместник Новоиерусалимского монастыря призвал на законодательном уровне разрешить в семьях применять к детям физическое наказание. Станет ли новым девизом родителей «Я тебя породил, я тебя и побью»? Как предпочитают воспитывать детей, кнутом или пряником, мы спросили у казанцев. Нужно воспитывать, как-то объяснить ребенку, но уж точно не использовать там какое-то насилие. Не всегда словесно можно до маленького ребенка донести, а тут ремень знает, что такое. Мера наказания должна быть, но чтобы именно жестокостью какой-то там, жестокой силы применять к ребенку, я совершенно против этого. Ребенка, наверное, прежде всего надо любить. И любовью, наверное, намного легче передать, что ты хочешь до ребенка донести, если ты его любишь и с ним разговариваешь, нежели физическое насилие. Сегодня позицию по этому вопросу мы выяснили у детского омбудсмена Гузель Удачиной. Вот что она нам ответила по телефону. Мы должны руководствоваться как действующими нормами гражданского законодательства, общечеловеческими законами, да, законами любви и законами добра по отношению к нашим детям. И, конечно, применение любого насилия, прежде всего физического по отношению к детям, конечно, на сегодняшний день является недопустимым. А в этой семье правит любовь. Речь о многодетной семье Гариных из Чистопольского района. У них 10 детей. Супруги преодолели немало трудностей, но всегда знали, что настоящее счастье именно в большинстве. О большой семье и большом счастье Аделя Коломиц. Вышла за сельского парня, не своей деревни, соседней. И что это как все самопроизвольно. 9 человек. В семье Гариных 7 дочерей и 2 сына. В свое время супруги с 5 детьми ютились на 24 квадратных метрах. Но не в жилплощади, а в количестве детей. Настоящее семейное счастье, уверена Светлана. Я считаю, счастье это. Один ребенок все равно не ребенок. Он эгоист, мне кажется. Сейчас у Светланы Ивановны 16 внуков. Часто приходят в гости, помогают по дому. Сама многодетная мать на пенсии. Уверена, жизнь удалась. Жалеет она только об одном. Муж ушел рано. Уехал на рыбалку, и там инсульт. Ушел рано, но успел поднять и воспитать достойных детей. Все можем. Корову подоить запросто, сено косить запросто. Все можем. Огород скопать запросто. К труду их приучили с детства. За каждым были четко закреплены обязанности. Жили под девизом «Сделал дело, помоги другому». По такому принципу теперь воспитывают и своих детей. Детей сейчас также учим своих, чтобы помоги близкому. Не только родному, но и близкому, товарищу и всем другим. В 2 словах нашей бабушки это, можно сказать, Путин, только без своего самолета.
Ну вот, в данный момент ее днем с огнем не сыщешь. Это вот вам повезло, то, что она дома сидит. Есть два типа людей. Тот, кто с серебряной ложкой родился, и вот как наша семья. Ну, тут все люди, ну, все как бы дети выбились сейчас в люди на данный момент. У всех все есть. Счастье в большинстве! Адель Каламиц, Гульнара Тимуршина, Шавкат Гематудинов, ТНВ, Чистопольский район. Не зная броду, они мчатся в воду. Сегодня яхтсмены официально открыли навигационный сезон. В Татарстане одна из крупнейших акваторий, но пока нет развитой культуры парусного спорта. Как начнут повышать ее привлекательность, Рамиль Шайдуллин. Этого ждали с прошлой осени. Заплыв под открытыми парусами. С 8 лет яхтсмены клуба «Дельфин» рассекают воду на парусниках. Как начнешь, так и поведешь. На первый заплыв у них самые большие ожидания. С этого все и начинается. Да, я думаю, что вот именно от первого заплыва дальнейшие успехи будут уже в будущем. Начиная с сегодня, перед ними открыта вся Волга, вплоть до октября. До победы их будут вести 1000 километров. Это немного для большого спорта, ведь прошлый сезон взрастил 5 спортсменов для сборной Татарстана. Одна из них – Виктория Цепляева. На парусниках уже 4 года. В прошлом году за успехи пригласили в сборную, где другие масштабы и другие требования. Потому что там сложнее, там больше соперников, которые ходят больше меня и занимаются лучше, чем я, мне кажется. Итак, в целом, кто-то лучше, а кому-то нужно подтянуться. Татарстан намерен поднять уровень парусного спорта. Природа позволяет. Татарстан он является республикой, которая одна из самых больших водных акваторий. И есть люди, которые, к сожалению, пока большую часть времени, если и гоняют на яхтах, то гоняют где-то за рубежом. Наша задача привлечь и сделать этот спорт привлекательным для всех в Республике Татарстан. А там не за горами и международные турниры. Сколь долгим будет путь к ним, попечительский совет парусного спорта решит в ближайшее время. Рамиль Шайдуллин, Руслан Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. А наш эфир продолжит программа «Вызов 112». В Нурлатской больнице умерла 6-месячная девочка. В чем причина? Все подробности через несколько минут. Далее в выпуске прогноз погоды, а я не прощаюсь. Мы увидимся в 21:30. Уверенность в своем здоровье – ключ к долгой и счастливой жизни. Компьютерная томография от 1650 рублей. 590-03-03. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 180 тысяч не предел. Подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 пятерки 3 единицы. Дети, что между вторником и четвергом? Скидки в пятерочке. Каждую среду приходите с детьми в пятерочку и получайте скидку 10%. Пятерочка выручает. 21 мая вся Россия приезжает. Юбилейный караван. В Татарстане будет он. Будут песни и обряды. Всех в Никольском видеть рады. Памятники. Скидка пенсионерам 30%. Даниломастер.ру. Муравьи везде и всюду. Надоели просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Только до конца мая. «Лада Веста» с выгодой до 30 тысяч. «Лада Гранта» до 60 тысяч. И X-Ray до 80 тысяч. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Магистральные нефтепроводы – это объекты повышенной опасности. Повреждение их угрожает безопасности людей, может привести к пожарам, экологическим бедствиям. Чтобы никто не повредил нефтепровод, устанавливают охранные зоны по 25 метров в обе стороны от трубы. Есть зоны минимально допустимых расстояний. Для большинства трубопроводов это 125 метров. Ближе ничего строить нельзя. Вдоль трасс нефтепроводов, даже если они пересекают частные земли, стоят предупредительные знаки. На них характеристики трубопровода, размеры охранной зоны. По действующим правилам охраны магистральных нефтепроводов, в охранной зоне нефтепроводов запрещено строить дома, дачи, разводить огни, устраивать автостоянки, высаживать деревья, размещать огороды, проводить земляные работы. Это опасно. 20 мая. Город Болгар. Приглашаем татарстанцев и гостей республики на торжественное мероприятие в честь годовщины официального принятия ислама Волжской Булгарией. Автомобиль на привлекательных условиях – это «Рено».
Автомобили Renault по себестоимости в рассрочку без переплат. Позвоните сейчас и успейте приобрести свой Renault на выгодных условиях в Renault ТТС. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Заключительный домашний матч Рубина в сезоне не стал победным. Хотя поддержать любимый клуб в поединке против ЦСКА приехало немало болельщиков. В итоге на тестовую встречу было реализовано 2 через стенку в дальний угол 0-1. Уже в добавленной к основному времени. То, что если мы правильно будем действовать, то будет очень тяжело Рубину обороняться. В конце концов, мы нашли свои моменты и забили. Считаю, что счет абсолютно отражает то, что было на поле. Футбольные секреты от ватерполистов. В Казанской гимназии номер 6 прошел необычный урок, посвященный предстоящему Кубку Конфедерации. Прославленный игрок ватерпольного клуба «Синтез», а ныне депутат Госдумы Ирик Зинуров присоединился к федеральной акции. Подробнее в нашей рубрике «Жизнь в футболе». Вопрос послабее. Какое количество волонтеров было? В роли учителя Ирик Зинуров чувствует себя комфортно. Это практически его стихия. Долгие годы он был в команде «Синтез» капитаном, а дальше сам руководил командой в качестве тренера. А футбольную теорию изучил уже будучи общественным деятелем. Викторина, которая сегодня прошла, вопросы, чтобы они уже подготовились, может быть, в какой-то момент, и когда проходить будет Кубок Конфедерации, и чемпионат мира, в каких числах будут игры проходить у нас в Казани. То есть это проходит в виде вопросов, ответов. Что-то я пытаюсь рассказать, что-то рассказывают до меня. На удивление, ученики также активно следят за футбольными новостями, причем не только на местном уровне. Многие ребята интересуются европейским и мировым футболом. Лет с 7-8 начал интересоваться этим в интернете, листать про свой новый клуб и различные новости. Вот. И так и получилось рождение меня как футбольного человека. Организаторы Кубка Конфедерации и Чемпионата мира намерены посетить еще несколько школ в Казани. В качестве гостей планируются даже футбольные звезды 90-х и нулевых. Уже в это воскресенье в столице нашей республики пройдет Казанский марафон. В мероприятии вот уже во 2-й год подряд ожидается участие Рустама Минниханова. Президент республики должен дать старт забега на 3 километра. Также трешку пробегут главный советник президента ФИСУ Игорь Сивов, премьер-министр республики Алексей Песошин, его заместитель Василь Шейхразиев, мэр Казани Ильсур Медшид и многие другие. В числе подтвердивших свое участие популярная певица и композитор Нюша, которая присоединится к участникам старта на 3 километра. Напомню, в прошлом году эту дистанцию пробежала певица Вера Брежнева. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде после интересной информации. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер, закажите кухню сейчас и получите мойку и сушилку в подарок. Доставка и установка кухни также бесплатны. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погоды, завтра в Татарстане ожидается вполне теплая и комфортная погода. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево малооблачно и без осадков. Ночью около 7 градусов выше нуля, днем плюс 22. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также осадки не прогнозируются. Ночью около 7 градусов тепла, днем плюс 21. На севере Татарстана, в Менделеевске, Актаныше, Агрызе переменная облачность. Ночью до 8 градусов выше нуля, днем плюс 21. Малооблачная и сухая погода на северо-западе республики. Ночью около 8 градусов выше нуля, днем столбики термометров покажут 22 градуса. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожжаном без осадков и тепло. Ночные температуры до плюс 9, днем столбики термометров покажут 21 градус. Для жителей центральных районов Татарстана 19 мая будет без осадков. Ночью до 7 градусов выше нуля, днем 21 градус тепла. В последующие дни теплая и комфортная погода сохранится без существенных осадков.
Ночью в Казани около 10 градусов выше нуля. Днем без осадков и плюс 21. Ветер южный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме и завтра составит 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.